Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и посмотрим, что с вами случится, либо что в вашей жизни произойдет со дня на день. Я буду смотреть на 2-3 дня. И если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя и давайте посмотрим. Я думаю, что все уже загадали. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, работать будете. Будете шашкой наголо со всеми сложностями и проблемами бороться и побеждать. Вы знаете, горячие дни идут, дел будет не впроворот, какие-то обязанности будут всплывать, какие-то хвосты, не только ваши личные, да, кто-то еще будет вам подкидывать работенку, либо какие-то квесты, задачки. Но ничего, вы справитесь, вы прорветесь, у вас энергия сильная. У вас тут обновление недавно, я так понимаю, прошло энергетическое, какая-то вот прям встряска у вас произошла эмоциональная. Вы полны и силы, мужества, и энергии. Вы как будто бы ступаете на какой-то новый для вас путь. Путь победителя. Привыкли вы, конечно, я так понимаю, с поникшей головой по жизни ходить. И плечи, да, вот такие круглые плечи, голову туда куда-нибудь засунуть, шеи не видно, человек идет такой скрюченный, скукоженный, опасаясь каких-то проблем. А тут, понимаете, вам будут подкидывать, а вы так шашкой раз одну проблему, вторую проблему, третью, и прям в такой раш войдете. Будете направо-налево валить все проблемы. Будете решать, как семечки будете щелкать. Вы молодец. Я вами восхищаюсь. Вот насколько у вас такой прям и порыв, и желание все переделайте. Не только за себя, но и за парня, да, который рядом находится. Ну, утрированно говорю, да, порешайте вопросы вы и близких, и родных, и даже не очень близких, и не очень родных людей. Все сделайте, совсем справитесь. Знаете, мои хорошие, я вот одно только вам хочу сказать. Вы не забывайте отдыхать. Это очень важно. Вижу, что энергия есть, но знайте, что все оно лимитированное. Вы можете вот весь этот запас, который вы получили, да, либо наработали, потратить одним днем. Вот в пылу, в запале вот побед вы можете потратиться. Поэтому поработал, отдохни. Поработал, отдохни. Вот обязательно уделяйте время своему отдыху. Это очень важно. Так, ну и давайте по деталям пройдемся. Здесь у вас ключик выходит. Ключик очень хороший знак. Знак того, что что-то вам откроется, какая-то тайна, какой-то секретик, какая-то информация важная придет. А кому-то отыграется как действительно ключ от квартиры, где деньги лежат. Может быть, новое жилище. Может быть, вы искали, найдете. Какая-то перспектива. Может быть, поедете в новое жилище. Кому-то отдых, кому-то как поездка, да, в чужой дом, может быть, в ваш дом, может, на дачу вы поедете. То есть все, что связано с недвижимостью, вот вам по ключику открывается. Дальше, мои хорошие, у вас тут 2 луны выходит. Луна вообще сама по себе очень хороший знак. Вот у вас одна луна берет верх над другой луной. Одна побольше, другая поменьше. Смотрите. Та, которая побольше, она растущая. Та, которая поменьше, она убывающая. То есть у вас в эти дни особо обострится ваша интуиция. И благодаря этому вы рентгеном, вот глаз рентген, будете видеть все и вся насквозь. Будете вот прям просвечивать, да, не только людей, но и ситуации.
Вы только подумали о чем-то, либо вам кто-то о чем-то говорит, а у вас уже в голове картинка сложилась, да, пазл сложился, либо план созрел. Что делать, что это за ситуация, как к ней подойти, как с ней справиться более эффективно, более как-то вот изощренно будете подходить к этим ситуациям, будете всех поражать. Поражать будете красноречием, дальновидностью и мудростью. Поверьте, вот на вас многие посмотрят, так знаете, прям, ну, вот с таким прям уважением, кто-то с недоумением, не буду скрывать, да, может быть, человек был, ну, не очень высокого мнения о вас, о вашей персоне, либо о ваших способностях, а тут вы жару дадите, и люди так, знаете, будут смотреть, присматриваться. Ну, кто в вас верил, те порадуются, а те, кто, скажем так, сомневался, те обломаются. Ну, так оно и надо. Вот, чего у вас сомневаться? Вы человечек, он какой видный. Герой-победитель. Вот, по-другому и не скажешь. Дальше, мои хорошие, расходы вас ждут. Расходы, но расходы дельные. Надо потратиться, потому что тратиться вы будете и на себя, и на свое будущее, и на очень важные и нужные вещи. Все, что вы купите, все, куда вы монетку положите, во что вы монетку положите, это все вам добром обернется. Покупки будут очень хорошие и полезные, вложения будут очень хорошие и полезные. Если, например, вам нужно что-то оплатить, вы оплачиваете сегодня, например, да, вы оплачиваете, а вот в завтрашний день там может быть пеня какая-то, либо увеличился ценник, то есть приходится больше платить. То есть вы выгодно будете деньгами распоряжаться, да, будете тратить, но это все идет с добром для вас, так что не переживайте. По поводу поступления денег, сразу хочу сказать, не у всех. Честно, не у всех, у кого-то не будет никаких поступлений, а у кого-то будут, но будут они, скорее всего, через партнеров. Это могут быть ваши близкие, там, любимый человек денежку подсыпет, да, может быть, кто-то из близких там, да, вам денежку даст, передаст, может быть, на работе, там, ну, как скажем так, выплатят то, что не выплачивали, либо доплатят за что-то. Это не идет как цельная сумма, вот ваша, как зарплатная, например, либо как аванс, либо как получение от заказчика, да, если сами на себя работаете. Ну вот кто-то будет передавать, то есть через человека к вам денежка поступает небольшая, но тем не менее тоже приятная. Да. Любое поступление денег, оно ведь на самом деле приятное. Вот. А те, кто денежку получать не будет, ну ничего страшного, это нормально, не каждый же день деньги нам получать, правильно? Вот. Ваше время попозже придет, будете попозже получать. Я не вижу тут нужды, я не вижу тут каких-то прям ужасных лишений, когда человек говорит, все, даже на хлеб нет, я этого не вижу. То есть у вас еда есть, кров есть, вы в безопасности, и на ваши потребности вам хватает. Дальше, мои хорошие, здесь мне не очень нравится вот эта особа. Женщина с рогами вышла. Ну, во-первых, упрямая, во-вторых, противная, а в-третьих, себе на уме. У этой женщины что-то в руках есть. И это что-то для вас важно. Может быть дело, может быть совет, может быть ее какая-то помощь вам. Что-то она держит. И вы как будто бы к этой женщине идете. Ой, нервы может попортить, не дай бог. Понимаете, вот такая вот она противная, какая-то вот прям, знаете, вот поковырять. Вроде вот дай и все, вот тебе пришли, попросили, дай. Она может, но нет, она вот попытается, чтобы, знаете, как-то выпендриться, да, по-другому и не скажешь. Ну, приятного, конечно, мало, но вы потерпите. Потерпите, пусть уж она там свое это представление, да, цыганочку с выходом покажет. Потерпите, заберите то, что вам нужно, и идите своей дорогой. Вот. В очередной раз убедитесь, что она противная, что она стервозная, и что поменьше надо с ней иметь дело. Ну ничего. Вы, главное, знаете как? Если хотите ей немножечко насолить, прикиньтесь кирпичом. Вот что она вам там будет говорить, а вы так, чтобы, знаете, ни одной эмоции на лице. А слова такие однозначные. Да, нет, наверное, знаю, не знаю. Да? И вот она прям, знаете, из себя может выйти. Потом долго будет думать, ночью спать не будет. И будет думать, а почему вы так с ней общались? А почему вот это ее, скажем, пафос на вас не подействовал?
Вот, она-то ждала обратной реакции, что вы там либо упрашивать начнете, либо ругаться с ней будете, а вы вот как отморозитесь, да. Вот поверьте, вы и так насолите, что ей бедненькой там икаться будет, икаться и не спаться, и долго будет она об этом думать. И, кстати, да, в будущем, если у вас будут с этой женщиной какие-то разговоры, либо встречи, она уже будет менять свое отношение, поведение к вам, зауважает. Зауважает за то, что вы вот такой сильный человек, эмоционально сильный человек, что вы не повелись на вот эти ее, скажем так, психологические эксперименты, потому что она их проводит. Почему-то у нее такое прям самомнение, что я прям такая вся умная, все знаю, могу любого там научить и прочее, прочее. Так что попробуйте именно тактику кирпича. Все. Ничего не знаю, ничего не слышу. Дайте мне то, что мне нужно, и все, я пойду. Дальше, мои хорошие. Здесь у меня мужчина вышел. Мужчина, который будет просить. Просить. У кого-то мужчина будет отпрашиваться. Погулять, да, с друзьями, там, пивка попить, там, может быть, на футбол сходить. Вот. А у кого-то будет мужчина что-то просить от вас. Может быть, приготовить, может быть, что-то сделать, может быть, куда-то вместе сходить, поехать. То есть будет просить. Будет просить хитро. Сразу хочу предупредить, прямого ответа вы от него не получите. Будет увиливать, будет, ну, такую, знаете, тактику выбирать. Типа, ты сама захотела, да? Я не просил, ты сама захотела, а я выполняю твою волю. Значит, мои хорошие, ну, жальтесь над ним, дайте ему возможность, если там вкусняшку просит, ну, приготовьте, либо там купите. Если с друзьями хотел куда-нибудь посидеть, пойти, ну, пусть идет. Ну что, тоже нужно как-то немножко развлекаться. Вы знаете, вот за ваше разрешение он что-то приятное сделает. Кому-то цветочки мужчина может купить, кому-то посуду помыть, да, либо там белье погладить, ну, что-то сделает. Вот прям поблагодарит вас. И если вам такая, скажем так, связка, такая договоренность с вашим мужчиной, ну, пожалуйста, пользуйтесь. Это, во-первых, улучшит микроклимат в вашем доме, и ваши взаимоотношения, они тоже укрепятся. То есть вы ему что-то разрешаете, а он как бы вас за это благодарит. Так, и еще тут один мужчина вышел на скомороха похож. Скоморох, ну, какой-то шутник. Абсолютно несерьезный тип, но его несерьезность, она поверхностная. Внутри это вот прям кремень. Кремень, и я даже больше скажу, он похож на деспота какого-то даже, да. Вот он такой безжалостный, такой какой-то прям злой внутри человек. А внешне он такой веселый, ха-ха-хи-хи, там шутки, прибаутки, песни, какой-то сарказм у него идет. Ну, такой, типа, о нем не подумаешь, что он жестокий человек. Будьте поаккуратней. Будьте поаккуратней, и он вас почему-то вот как цепляет. Цепляет своими какими-то шутками, либо попытается вас зацепить. Лучше вообще не реагируйте. Либо посмейтесь над его шуткой, даже если она обидная. Просто посмейтесь, потому что если этому мужчине дать отпор, то он может еще больше обозлиться и, ну, еще больше, скажем так, нагнетать эту ситуацию и больше вас задевать. Вот он какой-то, ну, нехороший человек. Вот давайте так оставим. Нехороший человек, и от таких людей лучше держаться подальше. Знаете, вот эту поговорку, да, не трогай какашку, вонять не будет. Вот приблизительно такого формата мужчина. Он по возрасту старше, чем вы. И вот он мерзопакостный все-таки, мерзопакостная личность. Если он вас затронет какой-то шуткой, либо каким-то там высказыванием, посмейтесь вместе с ним. Вот так прям скажите: ха-ха-ха, ой, как смешно, да, и все. И больше ничего не говорите, потому что он такой, он злой. Вот, но я вас предупредила. И, кстати, мужчин это тоже касается. Если вы, мужчина, смотрите меня, в вашем окружении, либо на вашем жизненном пути может возникнуть такой человек, лучше отшутиться, либо вообще проигнорить и пойти дальше. Вот, как-то вот с этим человеком спорить лучше не надо. Спокойнее вам будет. Так, дети. Дети требуют внимания, дети будут что-то просить, какую-то покупку, что-то дорогое, сразу хочу предупредить, потому что вы как услышите, у вас прям челюсть отвиснет, скажете: боже мой, дитя, то есть что, такие деньжищи. Вот. Мои хорошие, ну не прям не отказывайте так категорично.
придумайте что-нибудь, да. Попытайтесь обыграть эту ситуацию, да, либо договоритесь, что вы будете вместе собирать, там, откладывать денежку, чтобы в будущем купить, либо за какие-то результаты, да, что не просто так вы покупаете дорогую вещь вашему ребенку, а за что-то. Во-первых, там и мотивация будет, например, чтобы там не баловался, да, по дому помогал, либо там, чтобы ребенок учился обращаться с деньгами, чтобы там собирал, да, что-то полезное делал. Но отказывать здесь не стоит, потому что может спровоцироваться конфликт с ребенком. Ребенок не поймет, будет там плакать, истерить и прочее. А если поговорить, если подойти с умом, если договориться с ребенком, что сейчас нам эта вещь, скажем так, не совсем по карману, да, давай немножечко попозже, либо там подкопим, подсобираем, либо докажи, да, докажи, что ты молодец, помогаешь, там, делаешь что-то, слушаешься, и вот тебе такая награда будет. Так, еще хочу предупредить тех, у кого совсем маленькие дети. Постарайтесь, пожалуйста, выходя на прогулку, ваших деток защищать оберегами, яркими, пестрыми там, ленточками, какими-то украшениями, может быть, какую-то там панамочку, шапочку, там, красивый, если там девочка маленькая, да, красивый какой-нибудь бантик. Вот нужно от дурного глаза как будто бы ребенка защитить. Вот кто-то прям в лицо может ребенку вашему посмотреть. И потом могут быть и истерики, могут быть там температура, не дай бог, там, да, ребеночек может себя плохо почувствовать. Здесь большая вероятность того, что ну, прям ворона в лицо ребенку заглядывает, понимаете? Ворона. То есть нехороший человек с плохой энергетикой. Будьте поаккуратнее. И, ну, понимаете, береженого Бог бережет. Господи, что на того стоит? Ленточку красивую там на ручку повесили, да, либо там бантик завязали, какую-нибудь там панамочку яркую повесили, все. Ребенка защитили. И если у вас есть возможность там, обереги какие-то делать для ребеночка, приобретать, делайте, конечно, приобретайте. Если возможности нет, вообще не знаете, что это такое и где его брать, просто яркую, пеструю какую-нибудь там ниточку, ленточку, не знаю, что-то яркое надо на ребенка обязательно повесить. Так, что еще? Мужской день идет, мужской день, и женщина в мужской день. Смотрите, мужской день. Ну, мужской день это у нас, получается, четверг будет, да? Завтра четверг. Здесь женщина вам дорогу как будто бы переходит, либо попытается перейти вам дорогу. Но она как вам знак идет. Давайте так. Если вы выходите из дома, вы выходите, например, ну, живете вы в многоквартирном доме, вы спускаетесь с лестницы, вы выходите из вашего подъезда, из вашей парадной, и вам женщина переходит дорогу. Меняйте свой путь. Либо идите так. Ну, например, вы идете на работу, вам женщина перешла дорогу. Она вот прям как-то вам дорогу переходит. Тогда вы перед тем, как зайти там на работу, либо сесть на транспорт, купите что-нибудь. Там, в магазине, в ларьке, ну что будет, да, там, может быть, ну, кто продает что, да, вот что-то нужно купить. И потом уже дальше идите по своим планам. Мне не очень нравится эта женщина, мне не нравится то, что она вам переходит дорогу, мне не нравится, что после этого следует. Честно, я не хочу про это говорить, я это лучше запечатаю, но вас я предупредила, это не у всех отыграется. И еще раз говорю, мужчины и женщины, вот к вам, и мужчинам, и женщинам обращаюсь. Если вы выходите из дома, открыли дверь подъезда, выходите, и вот она как-то по узкой такой дорожке вам переходит, женщина, лучше смените свой путь, купите что-нибудь, а потом уже вернитесь к своему маршруту. Ну, такой, знаете, как ну, вы и откуп сделаете, и вы беду отведете. Не пугайтесь, пожалуйста, я не хочу никого пугать, я просто хочу, чтобы вы никаких проблем на своем жизненном пути не встретили. Вот. Ну, просто эта женщина, она на вас зуб имеет, либо она к вам плохо относится, либо у этой женщины какие-то большие беды, неприятности в жизни, и она вот сейчас ходит, по жизни ходит, да, по дорогам, и вот этот негатив, он с нее, ну, как скатывается, да, и в землю впитывается. А вы, ступив
на этот путь, вы можете тоже что-то себе негативное взять. Ну, я вам сказала, что делать. Если вы выходите, ничего нет, все, это не ваше было предсказание, вы идете по своим делам, ни о чем не думаете. Так, дороги. Ну, дороги у нас, в принципе, все стандартные вышли. Никаких особых осложнений нет, все идет своим чередом. Как ездили, так и ездить будете. Как ходили, так и будете ходить. Единственное, могут быть проблемы у тех, кто по государственным вопросам будет обращаться. Ну, казенные вопросы – это люди, в госучреждения будут обращаться, в больницы ходить. Может быть, какие-то учреждения там, образовательные. Все, что связано вот именно с муниципалитетами, с госорганами. Здесь я вас хочу предупредить, чтобы вы выходили заранее и планировали свою поездку с запасом времени. То есть мало того, что вы должны будете выходить заранее, то есть где-то за полчаса, лучше раньше выходить, а то и там за 40 минут. Плюс, чтобы вы понимали, то место, куда вы едете, вы там долго протопчетесь, ну, может быть, даже там опоздание какое-то у вас там. Вы рассчитывали, например, в одно время освободиться, освободитесь на час позже. Там почему-то будет очень людно. Либо людей будет очень много, либо из-за отсутствия персонала могут скапливаться прям очереди какие-то. Вот, чтобы вы понимали. Но вы съездите, все нормально пройдет. Вот что хотели, то получите. Но вот времени как-то очень много потеряете. Почему выходить зараньше? Ну, потому что очереди будут, чтобы вы еще позже, да, не закончили. Так что, кто будет по госучреждениям ходить, обязательно имейте в виду. Так, здесь какой-то идет испуг. Испуг, но это не ваш, это кто-то напугается и придет к вам с какими-то прям тревожными новостями. А вы послушаете человека, просто посмеетесь, что это очень комично будет. Ну, по крайней мере, у вас желание будет посмеяться. Значит, не смейтесь и постарайтесь человека успокоить, потому что человек действительно не на шутку будет встревожен. Не могу сказать, чего касается новости, но вижу, что прям такая прям тревога, и человек весь на взводе, прям аж прям чуть ли не трусится. Очень важно будет не смеяться, успокоить, постараться, по крайней мере, успокоить человека, да, сказать, что ну, я рядом, мы вместе прорвемся, все у нас получится. Возможно, вам даже что-то придется делать за этого человека, какую-то его больку на себя взять, да, что-то за него, либо за нее порешать. Так, здесь у меня прям романтик такой красивый нарисовался, мужчина с цветами, и любимую женщину бережно держит за плечи. Кому-то идет какое-то невероятное свидание. Здесь и романтика, и какие-то приключения. И прям так все необычно будет. Интересно очень будет. Мужчина так прям постарается. Здесь и мужчина постарается. И так сложатся обстоятельства, что будет прям очень интересно. Мои хорошие, постарайтесь расслабиться. Вот мужчина идет расслабленный, мужчина весь на позитиве, а женщина почему-то напрягается. Но вот куда бы он вас ни повел, что бы там ни происходило, постарайтесь расслабиться и получить по максимуму удовольствия. Деньги деньгами, понимаете, сегодня есть, завтра нет. Это такое приходящее, уходящее. А вот эмоции, удовольствие, радость жизни, это же неоценимое. Это нельзя насобирать, это нельзя накопить. Это вы проживаете в моменте здесь и сейчас. Так что расслабляйтесь, получайте удовольствие. Знайте, что мужчина, я не знаю, из шкурки своей вылез для того, чтобы для вас это все организовать. Очень много потратил сил, энергии, вот каких-то даже вложений потратит очень много. Вот, наслаждайтесь. Если свидание будет спонтанным, да, вот вы познакомились с человеком, и он вам тут же говорит, пойдем там куда-нибудь посидим в кафе, например, да, либо в ресторанчик. Конечно же, идите. Идите, даже не думайте, что у вас там одето, не одето, в каком вы виде. Идите, расслабляйтесь, получайте удовольствие. Мужчина тут будет прям аки-пчелка над вами, тут пыхтеть, летать, пытаться вас, скажем так, удивить, задобрить. Так, интересно. У кого-то мужчина возвращается. Либо весточку даст, что он возвращается. Какие-то хорошие новости идут от мужчины. И мужчина, знаете, он либо не пустой возвращается, у него какие-то подарки, что будет привозить.
что-то там накупил очень много, такой хозяйственный. Вот. Либо мужчина даст весточку, что я возвращаюсь, и, например, спросит, что тебе привезти, либо скажет, что он что-то с собой везет. То есть какие-то хорошие новости. Вы еще будете с кем-то обсуждать эту новость, будете делиться своей радостью. Но, мои хорошие, вы, конечно, я вижу у вас подруга, и подруга у вас хорошая, верная, может быть, даже родственница ваша. Но знаете как? Чужое счастье, оно ведь немножечко глаза колет. Вот, вы поменьше деталей. Да? Ну, то есть вы можете сказать, ой, я такая счастливая, там любимка моя возвращается. Вот. Но детали лучше не рассказывать. Знаете, вот такую поговорку: меньше знает, крепче спит. Вот. И не забывайте про нее. Я не могу сказать, что человек к вам плохо относится, что будет там вам вредить. Но вот это, знаете, осадочек, что ой, она счастливая, а я нет, он, ну, как бы имеет силу. Имеет, да. И люди-то разные бывают, энергетика разная. Может, человек сам по себе хороший, а энергетика у него там разбалансирована. Поэтому лучше без подробностей, лучше без деталей. Так, у кого-то будет пьянка-гулянка, причем какая-то шикарнейшая. Тут прям угощение, какой-то прям богатый стол такой, так интересно будет. Какое-то вот празднование. Но празднование, то ли вы каким-то коллективчиком будете, отделитесь от всех, то ли само празднование будет вот по численности людей очень ограниченное. Ну что, будет вкусно, будет весело, будет очень приятно. Вот. Несмотря на то, что кто-то, может быть, там в зюзю, алкоголя накушается, но тем не менее, посмеетесь, повеселитесь, будет что вспомнить. Вот. Вы, главное, вот у вас какой-то есть, как аксессуар, что-то вот такое, одежда, либо шаль, либо шарф. Что-то очень красивое, вы эту вещь очень любите. Вот. Вы ее не забудьте, пожалуйста, потому что у вас хорошее настроение, вы на драйве, на позитиве, а кто-то еще, ну, скажем так, будет разгоряченный парами алкоголя. Вы можете забыть какую-то вещь, а потом будете очень долго об этом жалеть, потому что вещь вы эту любите. Либо вообще не одевайте, хотя я думаю, что нет, вы любите эту вещь, она вас очень украшает, вы все равно ее оденете. Тогда постарайтесь вот прям следить, чтобы вообще не забыть. Все время об этом думайте, чтобы она на вас либо была, либо сразу в сумку ее положите, чтобы вы не потеряли. Так, кому-то погода подкинет сюрпризы. Что-то будет с погодой связано, как бы погода ваши планы не порушила. Так, что с погодой? Ну, у всех по-разному отыграется. У кого-то либо очень жарко будет, у кого-то очень холодно. Что-то будет происходить. Значит, не нервничайте. Знаете, что погода, она в течение, ну, например, там, суток, да, дня поменяется. Вот. Планы свои не отменяйте. Не смотрите вы, что происходит. Идите своей дорогой, своим путем. Вот что хотели, то и делайте. Так, по здоровью еще хочу сказать. По здоровью. Тут анализы или какие-то документы по здоровью связаны. То ли вы проходили что-то, будете получать результат, то ли вы пойдете проходить какие-то анализы, будете сдавать. Там какой-то может вам доктор попасться. Либо противный, либо никчемный. Вот. Ну, в принципе, ну, я вижу, что понервничаете, что ли, да, то ли что непонятно вам будет. Но это не страшно, это не критично. Так, но еще из важного, пожалуй, еще хочу отметить человечка, который как снег на голову у вас идет. То ли это личная встреча у вас с ним произойдет, либо с ней, либо человек вас найдет, может быть, в социальных сетях, либо будет звонок от этого человека. Ну, вот как прям снег на голову. Почему-то вам захочется избежать разговора, либо как-то вы себя некомфортно почувствуете. Знаете, у этого человека для вас что-то есть. И вот этот человек, он как будто бы конфузится. И сказать ему надо, либо сделать, либо передать, и как-то ему неудобно.
Вот. Какая-то такая странная встреча, либо странный разговор у вас состоится, но вы дослушайте до конца. Потому что то, что скажет этот человек, либо то, что сделает, либо то, что вам передаст, как-то на вашей жизни отыграется серьезно, либо для вас как-то серьезно отыграется. Это должно быть. Не избегайте. Пусть и неприятный человек, но дослушайте до конца. Дайте этому человеку возможность высказаться, да, договорить до конца. Так, у кого-то будет лютовать то ли свекровь, то ли теща. Это не у всех, сразу хочу предупредить, не пугайтесь, но будет лютовать. Какие-то пойдут претензии, что-то ты там не так делаешь, там, сына моего не холишь, не лелеешь, либо наоборот, там, что ты мою там, дочку загонял. Ну, вот какая-то лють пойдет. Лють, ну, я так скажу, женщина, она неудовлетворенная по жизни. Вот. А вы ей просто под горячую руку попадетесь. Вот. Что делать? Ну, потерпите. Потерпите, потому что она жаждет эмоций, она жаждет вот зацепиться, да, и раскрутить это все дело. Вот. Ну, потерпите. Скажите, да, вот такой я человек с пустой головой, да, либо руки у меня не оттуда растут, что я сделаю. Ну, покажите, как правильно, научите. Вот хотите, покажите, как правильно там рубашку вашему сыну нагладить, либо там идите сварите борща правильного. Либо что-нибудь там, да, идите за меня, поработайте, покажите пример, как мне для вашей дочки денег заработать. Ну, то есть, знаете, отшутитесь, либо лучше вообще промолчите. Потому что здесь и одиночество, и какая-то тоска, и там потерянные годы, что тут только нету. Ну, у женщины, у нее какие-то уже, может, приливы, не знаю, как это правильно называется, какие-то изменения возрастные уже пошли. Вот, поэтому надо пережить. Эту встречу надо пережить. Вы ее переживете. Дальше, мои хорошие. Работа. Работа для кого-то прям станет достаточно таким острым моментом. На работе придется что-то решать, либо какой-то выбор делать. Я не могу сказать, с чем это связано. Будет ли это предложение, командировки, отпуска, либо перехода, может быть, на новую должность, либо на какой-то новый график. Но вам придется решать. И знаете что? Не скромничайте. Если вы будете скромничать, за вас решат другие, и вам это решение абсолютно не понравится. То есть, ну, вы же себя знаете, да? Вы знаете, что вам нужно, что будет для вас хорошо. Вот так и говорите, прямо говорите. Я хочу так, так и так. Либо я вижу ситуацию такой, на другой я не согласна, либо не согласен. Вот очень нужно будет четко прямо заявить о своих желаниях, о своем интересе. И еще хочу предупредить тех, кто работает сам на себя. Почему-то у вас тут какой-то страх придет, да, что вот все, клиентов нет, либо там нет заказов. Какой-то у вас идет день странный. Кто-то, может быть, отменит запись, либо сорвется какой-то человечек, потенциальный клиент. Вот вы, значит, что? Не нервничайте, не переживайте, не думайте ничего дурного, а постарайтесь это время просто посвятить себе, просто отдохните в это время. Поверьте, у вас вот как-то идет через кочку, да? У вас идет момент затишья, а потом у вас прям как поток. Поток открывается, и все от вас что-то хотят, что-то требуют, надо то, надо сё, срочно, там, бросай, делай. И я хочу, и мне срочно. Это прям как люди попрут. Тьфу, конечно, но главное, не расстраивайтесь. Вот. Чтобы вы не думали, что это какой-то прям фатал. Так, ну и, пожалуй, все. Хотя нет, еще один момент. Этот момент касается тех, кто у меня в паре в браке. В паре в браке и отношения не ладятся. Значит, прекращайте дуться друг на друга и миритесь. Миритесь, и обращаюсь я к тому, кто смотрит, мужчина вы, женщина, вот кто смотрит. Найдите повод, найдите предлог, чтобы помириться. И если вы дальше будете продолжать вот эти контры с друг другом, поверьте, ничем хорошим не закончится. Этот конфликт, он только как-то вот прям как проваливается, да, он еще больше усугубляется. Не надо, не доводите. Понятно, что есть обиды, понятно, что есть претензии, но я вас заклинаю, помиритесь, Господи, найдите вы эту возможность
Ну, хотите, просто там первый шаг сделайте, разговорите вы этого своего человека. Я вижу, что оба любят, оба хотят помириться, оба страдают, но вот как будто бы, знаете, вот зыбучий песок, люди туда прям проваливаются. И чем дольше они, скажем, там находятся, да, тем больше они проваливаются. Вы не должны провалиться, делайте что-нибудь. Не надо дальше продолжать. Миритесь, обязательно миритесь, восстанавливайте мир между вами. Это очень важно. Почему важно? Потому что какие-то события, ну вот, не в срок, когда мы смотрим, а чуть попозже будут события, когда вы должны будете вдвоем что-то делать. Вам важно будет друг друга поддержать, только вдвоем у вас получится. По одному не получится. И шанс упустите, возможность упустите, может быть, даже какие-то проблемы попадете. Поэтому миритесь прям как можно скорее. Есть возможность — сегодня миритесь. Нет возможности — крайний срок завтра, чтобы вы обязательно помирились. Обязательно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.